Друзья, только перезабросил. Смотрите, поклевка. Щука, 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 щука. Смотрите, сразу вторая поперла. Да ладно, блин. Я говорю, тут щук, блин. Ух ты. Катушка еще, блин. Меня подводит. А тут взял, ребят. А тут взял. Охренеть, две подряд, блин. Я говорю, что-то какой-то перебой. Ребята, больше килограмма наказал. Только забросил. Смотрю. Бам-бам-бам. Еще и фидер зацепил. Ну, короче, рядом кинул. Очень. Да. Интересно. Опа. Опа. Всем привет! 23 августа, плюс 30, братва, плюс 30. Это на севере, ребят, это просто жесть. Это я не знаю, как объяснить. Не помню такого сезона, что прям он так долго держал, крепил. Ужас, просто ужас. Еще и обещает хорошую погоду до конца августа. С одной стороны, друзья, это хорошо. Прохожу местный пляж, люди до сих пор купаются. В прошлом году я уже ходил в шапке по налиму. Это было, да, это было. Ну а сегодня... На данный момент я в шортах, друзья. Но мне ничего не остается, как идти по фидеру кайфануть. Вода теплая, только что протаскивал лодку. Меляки, ужас просто. На верхней точке не могу подняться из-за того, что просто там перекаты. Ну, можно протащиться, но я не знаю. Я просто не знаю, друзья. Уже прям ностальгия по налиму, по грибам. Но 30 градусов, куда там, что. По концу, друзья, иду на ближнюю точку. Постою по фидеру. Да, по фидеру, друзья. Ну, а что делать? Небольшой скарб. Идем с ночевочкой. Выхожу немножко пораньше. Сейчас в 3 часа вечера. Идти недалеко. Ну, уже темнеет, ребята, в часиков 8, начало 9. Так что надо уже немножко смещать выход на реку. Если я еще, допустим, недели 2 назад выходил в 5 часов, то сейчас выходить надо в 3 часа. Ладно, друзья, давайте прокатимся, покайфуем. Погода великолепная, ночью плюс 18. Вообще жесть. Ладно, прохожу перекат, газ-пол. Ну и мы на точке там немножко. Давайте, друзья, погнали. Кстати, сделал закидушки, уже приготовил поводки.
Попробую вот ловить ту щука, которая режет поводочки. Там их не одна, это явно. Я уже одну с оттуда выдернул. Попробуем поставить на живца, потому что на миногу тут раз стояло, ну, 0. А живца вот хватает. Короче, ладно, посмотрим. Фу. Я не знаю, вот приеду, может, скупнусь, что ли, просто, ну, смешно, вообще смешно. 23 августа, на севере плюс 30. Жесть. Ладно, погнали. Долетел, ребят, до точки. Что-то как-то на речке сегодня ветрено. Но мне кажется, к вечеру нормально все успокоится. Шикарно. Смотрю опять по воде. Я охреневаю. От косы ничего не осталось. Ее выпрямило. И в общем, когда-то я сидел где-то вон там. А сегодня я буду сидеть где-то здесь. Да, дистанция будет просто детская. Но придется в любом случае нормально найти бровочку. В общем, давайте начнем. Че? В общем, друзья, ну все, снарядил фидера. У меня здесь стоят старые клипсы. Сейчас поищем бровочку. Сегодня не паттерностер, друзья. Сегодня просто сделал петлю, застежка с карабином. Вертлюг, точнее, с карабином. Сегодня, ребята, у меня будет заводской монтаж. Посмотрим. Ну а пока, друзья, сделаем вещи. Пускай настаивается. По прикормочке, друзья, сегодня шоколад. Попробуем шоколадку, пару пачек. Так, ну, естественно, банка кукурузы. Наживка будет. Опарик. Где-то у меня там сало еще. Полная баночка. Ветерочек, ветерок. Вот они. Полная банка. Будем кормить дип. Крупный лещ. Вода теплая. Будем использовать. Так, естественно, полотенышко. Ну и пшено. Пшено с остатками прикормки была заморожена. Еще я не знаю с каких времен. Какая-то зеленая пшенышко. Какая-то зеленая. А, это сладкая кукуруза вроде была, да. Все верно. Ну и шоколадку что? Пачка килограммовая. Сейчас, друзья, размесим, не знаю. Хватит мне одной банки, точнее одной пачки. Или еще добавим. Все зависит от пшена. Пшено использую как базу. Варю с чесноком. Ветерок пока. Еще пока ветерок. Я думаю, что к вечеру успокоится и будет нормально. Да, ребят, перемешаем мы еще одну. Пить так пить, как говорится, да? Давай еще килограммчик.
О, вот это сейчас будет убийственный состав. Пакеты не выбрасываем. Все, сейчас замешаю, ребят. Ну, почти ведро, 12 литров. Надеюсь, перекормим за ночь. Спать сегодня не собираюсь нисколько, хотя ночь темная, уже такая долговатая. Это не белые ночи, там на часик потемнело. Тут уже надо фонарей сидеть. Посмотрим. В общем, ребят, мешаю. Вот она, ребята. Там такая ступенька хорошая. Вот мы ее и нашли. Пойдем за нее. Делаю, друзья, 2 оборота на клипсу, так как слетает. А потом ночью неохота заново искать. Ах, задувает так как сильно. Прям мощно, я бы сказал. Так, ну и что у нас получилось? Раз. Ну, давай попробуем так. Вот как-то так, да, будет? Ну, вроде ничего. Вроде мне нравится. По поводу оснастки, друзья. Вот смотрите, что я вам сейчас покажу. Что у меня есть. Многие писали мне про фидергам, когда у меня сходили крупные лещи. Ну вот он, друзья. Вот он. Вот от фидергам. Только здесь, ребята, уже готовая оснастка. Смотрите. Сверху вот такой вертлюг. Леска, наверное, 0,8. Вертлюг с застежкой между 2 бусинок. Здесь вот опять же идет скрутка, я так понимаю, с фидергамом. И на фидергаме идет вот такой вертлюг, закрытый в термоусадку, наверное, скорее всего. Ну, в общем, все спрятано, чтобы ничего не цеплялось. В общем, сюда цепляю за основную. Здесь у нас кормушка скользящая. И сюда идет поводок на фидергаме. Интересный, конечно, момент. Я связал поводочек уже. Давайте попробуем оснастить. Ну, если не понравится, то перейду на обычный патерностер. Перейдем на обычный патерностер. А так посмотрим. В общем, сюда поводочек. Сделаю петля в петлю. На основной к застежке. Ну и, в общем, здесь кормушка у нас. Вот такая штука, ребята. Вот рывки рыбы, то бишь он будет гасить. Посмотрим. Попробуем. Так, друзья, ну что, второй тоже готов. Единственное, я здесь поменял застежку на кормушке. Что-то он тут более маленькая. Вот смотрите, какая была малышка. Ну, видать, походу на легкую снасть. На легкую кормушку, там грамм 40. У нас же, друзья, сами понимаете, течение. Благо это все меняется. Вертлюг, конечно, я не смогу поменять, так как тут все уже сделано. Ну, застежку поменял, чтобы ночью где-то не улетело. И вот такой маленький фидергам черный стоит. Поклевки, кстати, уже на этот фидер были. Так что вот, надо сейчас привыкать, получается. Не доматывать до кормушки. А вот как-то так. Ну и второй у нас готов. Пойду сейчас приготовлю. Он сразу клюет, друзья, смотрите. Этот качает. Тут, наверное, уже Ватюшка сидит. Смотри, что делает. Здесь крючок, кстати, побольше поставил. Все-таки ближе к осени уже дела. Трофеи должны выходить. Лещевые. Сразу отвечу, ребят, на вопрос. Ты неправильно ставишь фидер. Фидер типа ставится вот так. 1000 раз объяснял, но все равно пишут. Ребята, у нас
сильное течение, это раз. И у нас вне зависимости это лето или осень, у нас плывет трава, грязь. И чтоб шнур вместе, ну, мало соприкасался с водой, меньше, мы ставим вот именно вот так. Вот густерочка была. Вот крючок чуть побольше, уже не то. Уже не то. Соответственно, мы ставим его вертикально. Да, неудобно смотреть, да, но зато получается до воды он соприкасается меньше, чем нежели так получается будет стоять. Ну вот и густерочки, друзья, пошли. Мне что-то надо с отком придумать, друзья. Я вот не взял, забыл. Сейчас что-то буду думать. На котлеты. Есть такой мешок у меня здоровый. Ну как-то буду его использовать вместо садка. Я не знаю, потом рыбу-то как-то сохранять надо будет. Как-то вот так, друзья, будем выживать. Ну что делать? Безвыходных ситуаций, говорят, нету, да? Безвыходных ситуаций, говорят, нету. Ну, что-то типа того. Как-то так. Наделаем дырочки вот здесь, чтобы водичка циркулировала, как в садке. Вот тут, вот тут. И нормально будет. Как-то так, ребятки. В общем, друзья, тут две закидушки. Единственный момент, что я убрал одинарники. Катушки у меня тут уже все доживают. Убрал одинарники, повесил поводочек и тройник. Будем ставить на живца. Выманивать щуку эту местную здесь, которая придет по-любому. Вот чуть-чуть постоял фидер, уже, друзья, смотрите. Уже трава. Вот я вам о чем и говорю. Чтобы меньше соприкосновения было шнура с водой, мы делаем вот так. Так, ну что, гусерка, конечно, как живет, слабоват. Плюс еще в такой заброс. Попробуем как-нибудь в аккурат. Сильно ее не травмировать. Почаще будем перенасаживать. Почаще будем перенасаживать. Этот ближе к фидерам буду ставить. Как раз. А и вдруг мёчушечка клюет.
Та-та-та-та-та-та-та. Только я все сижу. Да, кто ты там? Такой дерзкий. Ух ты, какая сорожень, друзья. Смотрите. Вот тут и бегемотиха, блин. Приятная. О, какая. Че, садок наш импровизированный. Блин, отсюда тут рыба повылетает, ребят, я вам скажу. Она будет как-то так, что ли, закрывать его. Как-то вот так надо будет его закрывать. Просто подходить тупо, открывать и закидывать рыбу. Иначе никак. Так, ну что, эту туда куда-нибудь. Ловись, щукарь. Мал, точнее, большой еще больше. Густерочки, друзья, клюют, ладошники. Нормально. Так, импровизированный садок. Открыли. Забросили. Закрыли. Фух. Ну все, ребята, дела сделаны. На щукаря выставил. 2 штучки, много не стал брать. Потому что, ну, как раз тут рядышком. Эту прям рядышком, ну, прям к фидерам попробовал закинуть. Не знаю, ну, вроде не цепляюсь нормально. Ну, это чуть дальше. Густерка клюет. Плотва такая даже попадается. И теплынь, ребята, теплынь. Я, может, там кого-то удивляю, но я говорю, блин, у нас должно уже холодно быть. У нас уже должно холодно быть. И такой небольшой ветерочек, классно, хорошо. Но уже так успокаивается. К вечеру, значит, будет клево. Сейчас закормим точку, ну и будем ждать леща. Та-тарара. Та-тара-тара-тарара. Сегодня настроение какое-то бешеное, ребята, хрен знает. Прям охота что-то петь, танцевать. Нормал. Вообще я, наверное, ребята, отхожу после Таежной реки. Потому что мне так убило эта река, вообще жесть. Я просто чуть не помер там. Ну, мы там все немножко охренели. Ладно, ваше здоровье, швепсиком, друзья. Лимонный. Ой, как теща под лед пошел. Ай, хорошо.
друзья, покормил изрядно, потаскал мелочушку. Даже 2 головля попались. Один такой зачетненький, забрал его, а один небольшой, я его отпустил. Ну, все-таки рыба растет, больше килограмма даже. Солнышко, ребят, на закат, мелочь поклевывает. Ну, хорошо, покормил так, нормально. В общем, сейчас будем ждать Леху. Посмотрим. Охотники стреляют сзади озера, курья там, наверное, старица. И вот на старице стоят. Все-таки охотятся. Выстрелы слышны. Не понял. Не понял, ребята. Что это такое? Вроде донку не зацепил. О, какая-то рыбеха. Кто-то там. Ух ты, блин, окунь, ребята. Хрена себе. Да какой здоровенький. Хороший. Опа. Вообще кабан. О, как стреляет. Смотрите, ребят, какой богатырь. Дело к осени. Хищник просыпается. Окуня, кстати, много он гоняет. Мелочь прям душит, давит. Опять начинаем с хищника. Блин. Заглотил-то, зараза, а. По самое я не хочу. По самый не балуй. Захерачил. Кстати, ребят, фидергам классно тянет. Прям рывки такие непонятные. Просто вук вводит. Как бы. Если тут раз как бы я чувствовал по удочке удары по кончику. Колебания, то здесь прям все гасит. О, какой, ребят, смотрите. Хороший богатырек. Давай в пакет, родной. Такого мы и пожарить можем. Кстати, жарю, ребята, я в чешуе, шкуре. Классно получается. Ну, когда лень чистить, прям шкурки делаем и потом кушаем. Солнышко зашло, друзья. Что-то мошка вышла. Надо курточку одеть. Штаны пока не буду одевать, нормально. А вот чисто грызут. Одену. Вон, все в волдырях, блин. Понабивали, блин. Ну что у нас? Времечко 6:30, а солнышко садится, друзья. Видите как? Лето закончилось. Только перезакинул. Не знаю. Густерочка, наверное. О, что такая маленькая. Клювала как настоящая. Щуки не было? Не было. Блин, ты на живца, конечно. Сейчас, кстати, пойду перезаброшу, ребят. Посмотрю там, как дела. Все-таки уже сумерки скоро будут. В прошлый раз щука выходила уже в это время. Надо будет перезабросить. Вот он, ребята. Походу первенький. Так, фидергам же, да, у нас? Надо же тестировать фидергам. Правильно. Походу первенький, да. Как там фидергам работает? Угу. Иди сюда к папке. Ну вот он, друзья. Первенький. Вышли, бродяги. Ну все. Прицел он сейчас затянул. А то постоянно пишите, что трещит у тебя. Ну вот так трещит, ребят, потому что
на пляжах. Они тут потом начинают выдавать. Такой грамм 500-600. Есть контакт. Ну что, импровизированный садок. Сейчас, конечно, будет бубуль. Жесткий причем. Ну вот, выкормили одного. Отличненько. Отличненько, господа. Отличненько. Так, и что у нас по времени? Ну, естественно, сместились, да? 18:53, первый, друзья. Огонь, 7 часов. Хорошо. Хорошо. Сегодня кормлю не бровку, получается, не подъем, не вверх, а вот так. За ней, короче. Так решил сегодня. Ну так, планово. Здесь место пробито как бы для меня. Ну, потому что бывали моменты, я утром делал как раз больше метра. И вот на этом пятаке вся мелочь стоит на корме. Страшное дело, просто не дает. А лещ стоит там сбоку. И был случай, что начал кормить. Возможно, если перекормлю, утром смещу на бровку. И как раз там может будет под лещ ходить. Ну так, чисто для себя, ребята. Ну и для вас, может, кому-то может будет интересно. Своя стихия. Так, проброшу закидушки, друзья. Время такое хищника. Точка накормлена. Надо перезабросить. По-любому еще травы, наверное, много. Да нет, травы не особо. На узле чисто. Че тут, как у нас она живет? Нормально? О, ее кто-то и хапал, друзья, смотрите. Был удар. Были, кстати, звоночки. Да, он чешую сбил кто-то. Ну, походу, мелкая. Даже этот. Может, окуни подходили. Как раз же окунь на фидер попался. Чешую сбил. Хорошо. Ладно. Надеюсь, заброшу второй раз. В аккурат как-нибудь. Блин, не знаю, нормально забросил, не нормально. Не буду цепляться я. Только перезабросил. Смотрите, поклевка. Щука, 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 щука. Иди сюда, папочки. Иди сюда к папочке. Только перезабросил, ребят, смотрите. Хапнула. Иди сюда, малышка. Опа! Хорошая, блин, ребята. Смотрите, какая кобыла. Фух. Жесть. Только перезабросил. Я говорю, тут она живет. Блин, еще. Я не понял. Соскочила, что ли? Прям в ту точку забросил. Смотрите, аж фидер, ребят, поднял. Ну что, как принцесска, ребята. Больше килограмма. Наказал. Только забросил. Смотрю. Бам-бам-бам. Еще и фидер зацепил. Ну, короче, рядом кинул. Ну, что. Милашка.
Так, ну что, сработала моя идея, ребята. Худая какая-то. А нет, что-то есть. Пойдет. Блин, в пакете, наверное, она там чудить будет, блин. Ладно, огонь. Ну вот, как-то ну так. Кстати, на втором живец тоже был пощупанный. Я перезабросил, он слетел у меня. Думаю, ладно, сейчас поймаем что-нибудь. Там густерка ладошная, она очень крупная. Ну вот, что-то в этом районе здесь щука вот живая. Сколько здесь у меня вот резала она. Одну я доставал. Я знаю, что здесь не одна еще живет. Как-то забросил туда, я не знаю, или выматывал, она туда пошла на фидер. Но факт в том, что я ее достал и крючок вылетел с пасти. Потому что подлещик все равно он широкий. Как живец он плоховат, конечно. Ну а так что, щучка больше килограмма. Не знаю, может даже завесить будет. Что-то в районе полторашки. Ну такая пойдет. Короче, наказал, друзья. Ну, потому что на корм вот этот она приходит. Она придет все равно. И говорю, как раз время такое. Должны выходить, и сработало. Бум-бум-бум-бум. Ну, что, ловим живца, забрасываем. 2 пустые у меня. А, в принципе, можно в пакете посмотреть. Птичку, друзья, надо. Или пескаря хорошенького. Вот это живец будет. Так живец. Так у нас уже темнеет. Надо что-то делать с освещением. Сегодня я взял еще лампу на аккумуляторе, чтобы повеселее было. Потому что ночь уже темная. Будет посветлее нам. Ну, в общем, вот живчик еще очередной. Ну, как раз малыш. Что такое? А, песок, я думал, хапали. Все, как раз ставлю и ставим освещение. Полетело. Вот так, говорит, клево. Вот так нормально. Ну все, друзья, подвесил лампу. У меня 5 штук, конечно, но у меня сломались я после походов вот на аккумуляторе. Это мое резервное освещение. Вот так ложу ее. Что-то решил, короче, взять с собой. Ну пускай будет, потому что потемнеет страшно. Ну, естественно, прожектор мой, выручалочка. В общем, и на голову Арматек. Как-то так. Все. Сейчас выключат свет. Ну а мы-то включили. У нас все четко. Комары повылазили. Густера, густера, густерочка. Вон, друзья, какие красивые. Гипанем, попробуем. Гипанем, попробуем. Поклевочка, ребята. Такая интересная. Вроде песок кого-то.
Кого-то вроде все. Но не крупный. Ух ты! Что там делать? Ох ты, отвалился. Да ё-моё. Фидергам, ребята. Подлещик. Так, друзья, вроде сидишь, да, ну, спокойно. А стоит включить. Не знаю, ребята, видно? Смотрите, сколько машкары. И на свет, смотрите, вот такие бабочки. Вот они сейчас прям ко мне летят на свет. Смотрите, что творится. Жесть. Не бабочки, так не знаю, то ли моль, то ли что, блин. Прям облепляет он. Смотрите, что делает. Прям накидывается. Жесть. У-ху-ху. Смотрите, весь этот пляж даже, блин, в этих. Охренеть. Смотрите, что делает. Главное, падают в воду вон. Что творят? Фу, идите отсюда, блин. Я не знаю, ребят, смотрите, уже полный чай, блин, этой херни. Кто такие? Не знаете, ребят? Что за такое чудо? Пишите, я не знаю. Чай от моего отвалите. Смотрите, весь стол, друзья, в этой хрени, блин. Да, друзья, я первый раз такое вижу. Их просто море. Смотрите, весь стол. Здесь вся земля, еще такой шлейф идет от меня. Вот, смотрите, это все вот эти бабочки. И сейчас рыбка будет кушать их. Жесть, смотрите. Просто такой шлейф. И что творится-то, я хрен знает. Первый раз такое вижу. Чудо. Прям облепили. Смотрите, друзья, что творится. Ужас. Ребята, они, короче, валятся в воду, и тут столько малька стало. Прыгает рыба просто, кормится. Смотрите, что творится. Жесть. А там что творится? Целая куча уже, друзья, смотрите. Они вон сидят уже. Вся речка, блин, облеплена. Жесть. Даже подойти не дают. Конечно же, пошел туман. Ну, сейчас с туманчиком будет прохладно. Это явно. Придется одеться. Все, пополз по реке. Вода еще такая теплая, что до сих пор в августе идет туман. Как в июле. Туман Иваныч, ребята, плотный. Уже прям что-то подкумаривать стал. Сегодня такой эксперимент у меня, не знаю, ребят, смотрите. Есть палатка у меня, есть как бы все, да, это дело. Что-то хочу прилечь в лодку и поваляться часик. Потому что до утра еще осталось 1,5 часа. Не клюет. Ну так, перезабрасывал. Но в целом сидеть уже просто нет сил. Хочу растянуться, немножко отдохнуть. И палатку не буду ставить. Просто положу коврик. Есть спальник, есть подушка. Короче, прилягу и побалдею. А чё? Просто тупо посмотрю, как это все происходит. Многие, смотрю, отдыхают в лодке. А я в своем баркасе 4-метровом еще не отдыхал. Так и сделаем.
Вообще огонь, ребята. Че я раньше так не делал? Такая койка пропадала. Я что-то постоянно залазил кемарить. Ну, не залазил, ложился на пляж. Палатку уже под утро просто кемарнуть. Надувное дно, оно теплое и мягкое. А не важно то, что тут ацария, там не спальник. Я чисто так часик. Потому что до утра дотянуть, а потом встать, попить чаю и побалдеть по фидеру. Зато, друзья, буду лежать и смотреть на небо. Кстати, двухместная кровать. Вообще пушка. Ну что, друзья, доброе утро. Время 2:30, 2:30. Сколько я лег? Ну да, 1,5 часика повалялся. Ну, начинает расцветать. Значит, попробуем порыбалить. Друзья, ну что, по 5 кормушек свеженьких. Поменял опарыша полностью. Начнем утренний изкорм. С утра, конечно, прохладненько, друзья. Или то, что я кемарнул 1,5 часика. Тут без чайку, конечно, не обойтись. Видите, друзья, побоище вчерашнее. Жесть. Это они сами, это не я. Ну, давайте за утреннего. Ждем. Ну вот и шевелюшки, ребят, пошли. Утренние. Пошли утренние шевелюшки. Густерочки. Ну, опять начинаем с густерочек. С небольших. Сейчас немножко раскидаю, и потом надо будет заряжать доночки, как раз поменяю живца. Как раз живет сразу же, наверное, поклевка. Сразу же на эту, друзья, на второй. Ух ты, сорога хорошая. Тут сорожка. Причем конская. Нормал. Ну что, друзья, меняем живца. Этот у меня не дожил. Стараюсь вот под спиночку, под плавничок, потому что здесь самое твердое место такое при забросе. Заброс жесткий получается. Так, ну что, погнали. Так, попробуем. К фидеру не буду пока кидать. Потом, если что-то, какая-то активность будет щучья, то заброшу к фидеру. Потому что зацепился сейчас. Ну, вот первый утренний, друзья. Не большенький, конечно. Но первый утренний. Тихо, тихо, тихо. Че, еще уйти хочешь, да? Да нет, на котлету пойдешь. Принес, друзья, эту закидушку сюда, там где-то цепляется. Решил, короче, я сюда ее поставить. Она хорошо у меня. Это, кстати, бывший фидер мой первый.
Хорошо кидается. Я вот ее эту с этой стороны, эту с этой стороны. Короче, нормально, мне кажется, получится. Сейчас только живца поймаю хорошо. О, отличный заброс. Прям великолепный, Андрей Викторович. Можешь, когда хочешь. Ну что, друзья, быстро наступила утряночка. Так, раскидался. Ну, короче, густерка. Один такой более-менее засранец попался, и то мелкий. Что-то лещом даже и не пахнет. Или черпанули здесь уже хорошо. Ямка небольшая. Здесь, помимо меня, я знаю, здесь много кто рыбачил. В конце, наверное, все. Ямка такая пустоватая. Всего леща отсюда выдернули. Который тут жил, стоял. Его здесь было порядком. Ну, ведер 10, наверное, отсюда взяли. В любом случае. Ну, короче, все. Ямка пустая. Одна бель. Я знаю, что лещ клюет сейчас. Но его нету. Здесь, походу, его нету. Может, я ошибаюсь. Встает солнышко. Красота. Ребята. Хапнула. Говорю, щука подошла. Хапнула. Вот она, ребята. Че, я не знаю, сечь будем. Ах, сорвал. Она такую слабину дала, ребят, что сюда пошла на меня, короче. Такую слабину дала, что я дал сюда, короче, а подсечки не было. Блин, надо было подождать. Вторая гадюка была. Ну, мимо. Я и говорю, что-то затихло. Это щука, оказывается. Вот зараза, а. Не знаю, уколол, не уколол. Сейчас попробуем добавить. Друзья, смотрите, сразу вторая поперла. Да ладно, блин. Я говорю, тут щук, блин. Ух ты. Катушка еще, блин, меня подводит. А тут взял, ребят. Охренеть, две подряд, блин. Я говорю, что-то какой-то перебой. А тут взял малышку. Сразу две подряд. Охренеть, блин, не встать. Иди сюда, малышка. Ух! Вот это пойдет. Смотрите, ребят, что-то подошел, короче, пакет развязывать за живцом. Смотреть. Стою, что-то думаю, я задел, что ли, ногой. Нет, смотрю, качает. Тут хорошо вмазала. Краля. Вот это да. Блин, сразу две подряд, ребята. Килушечка. Вот дела, блин. Говорю, стоят фидера, молчат. А тут они вышли, заразы. Это не все. Там такой провис был. А я шмырк. А что-то не чувствую натяга. Отошел. А что, она выплюнула. А это, блин, заглот. Огонь. Адреналинчик, ребят, так адреналинчик.
Вот как щуку надо ловить. Ё-моё. Дома, блин, сразу думаю, ладно, сделаю так парочку. Нафиг много ставить не буду. Но это точно не одна, ребята. Потому что расстояние очень большое. Ладно, продолжаем. Я говорю, здесь сколько у меня поводков почикало. Что здесь они прям выходят. Ну сразу видно, фидера просто встали. Походу тут не одна малышка вышла. Гуляют. Ладно, надо живца срочно. Ох ты как раз. Прям на подбор, ребята. Свеженький. Ох ты. Стоять. Ты мне нужен, друг. Что ты так хочешь убежать? Так. Ну, примерно туда же. Примерно туда же. Красавчик, Андрей Викторович. 5 баллов. Стою, не понял, блин. Фух. Ну, за это вообще надо жить, ребята, за такие движения. Вот за эти движения мы едем на рыбалку. Фух. Аж проснулся, блин. Все в этих, блин. Ужас, блин. С добрым утром. Ребята, поклевочка. Куда прешь там? Что творит? Утренние ребята. Все-таки взяли, друзья, небольшого лопатька с утреца. Все-таки взяли. Так, друзья, ну что, решил перекусить. В общем, в рюкзаке вот у меня такой нижний отсек. Здесь обычно у меня газовые всякие темы. Это газ, вон аж 3 баллона. Это горелочка, ребята. И сейчас вот у меня появилась вот такая помощница. Это посылка, ребята, от хорошего мне человека, от Романа Леонова. Братское сердце, если будешь смотреть, твоя посылочка дошла и все хорошо. Теперь она со мной. Очень маленькая, ребят, и удобная.
Давно мечтал о такой. У меня, сами видели, вот такая большая портатив, ну как плита. А здесь вот она, всего лишь помещается. Здесь столик самодельный такой. Правда, уже доживает свой век. Ну, нормально, пойдет. Вот так, ребята, выглядит. Ну, наверное, у многих таких сейчас есть. Многие видели. И теперь у меня такая же есть. В общем, шаланчик такой. Вот такие ножки выдвижные. Раз, два, три. И вот получается снизу еще. Раз, два и три. Все, вот так она ставится. И, соответственно, вставляется баллон стандартный. Все. Ну, ребята, горелочка готова к применению. Единственный момент, то что вот, не знаю, может кто видел, может у кого-то подлиннее вот шланг. Вот этот шланг бы немножко подлиннее я бы, ну, хотя бы вот такой. Потому что, ну, слишком близко, мне кажется. А так нормально. Подача газа. И вот здесь прям пьезо. Все, ребята. Очень она такая мощная, я бы сказал. Прям так жарит классно. Вот такая штучка, ребят, теперь у меня со мной. Такая малышка. Я знаю, зимой газ частенько замерзает. Вот пишут минус 10. Все это брехня, ребята. Он и в минус 5, и в минус 2 будет замерзать. Баллон обледеневает, и газ плохо идет. Потом там я бывает чаем с термоса обливаю. А вот такую горелку можно использовать, не знаю, сам не пробовал, но попробуем. Баллон зимой на льду, допустим, ставится в лунку, а рядом ставится горелка. Ну, все-таки вода в лунке плюс 4, и типа можно приготовить достаточно хорошо блюдо там или подогреть, да, что-нибудь. Так что как-то так, не знаю, будем пробовать. Ну, в общем, Ромка, спасибо, брат. Теперь твоя горелочка, твой подарок на вооружение. А кушать, ребят, будем сегодня кашу перловую с говядиной. Честно, даже проголодался немножко. Не, ну не красота ли, а? Вся любовь. Круто. Вопросов нет.
Начал, друзья, собираться. Здесь какое-то шевеление. Непонятно. Но я сейчас только что поменял живца здесь. Просто были у меня в ведре свежие. Думаю, пока собираюсь, мало ли. Не знаю, вот что-то какие-то, ребят, поддерги. Ну там, конечно, густерка крупная. Мелочь утром не попадалась. Тут что-то дергает. Но мне это не интересно. Мне интересно больше вот это. Неужели щука, а? Что-то так, смотрите, ребят, поддергивает. Может, взяла, держит. А я уже вещи начал собирать потихоньку. Стаскал там колодки, все. Сейчас водочку помою, заправлюсь. И тыдырк-тыдырк. Интересно. Да, друзья, хапало. Вон, видите, чешуи нету. Ну, густерка крупная, говорю. Надо поменьше что поставить и забросить. Вон, чешую сбила. Стоит еще щука. Так, друзья, ну что, нормально получилось. Щукари вот такие. 2. Штуки 4 подлещика таких. Плотва, ребят, достойная такая, неплохая. В общем, там окуни, густерки. В общем, ведерко поймал. Нормально. Отлично. Ну что, друзья, подведем итоги. Все, собрался я. Помыл лодочку, как обычно, прибрался, заправил бак. Все, лодка готова к следующим путешествиям. Ну что, интересная рыбалка получилась, ребята. Такая ночка интересная. Какой-то рой, какой-то вот этой, не знаю, что за бабочки. Какое-то бешенство прям было, ужас. Они, главное, прикасались, и все сами падали. Вот целая куча, она прям завалилась. Первый раз такое явление вижу. Очень интересно. По лещу, ребята, 0. Ну, были, конечно, подлещики, но в целом по лещу 0. Не знаю, пробовал на фидергам, не знаю, не зашло, ребята. 4 или 5 штук я слил, вот именно возле берега. И мне казалось, что вот это именно из-за него. Крючок хороший. Тянешь, и как бы вот возле берега непонятно, как бы рывки вон, и чук слетает. Не знаю, может что-то как-то не так я делаю, но в общем, ребят, что-то мне не зашло. Более уверен, когда жестко все это стоит, и на поводке, на патерностере, как бы я больше понимаю. Не знаю, в общем, постоял, попробовал. Просто многие пишут: Андрюха, фидергам, Андрюха, попробуй с лодки, это круто. Да, ребята, кому-то заходит, но каждый привыкает к своему и к своей рыбалке, правильно? Тем более у каждого свое место. Я имею в виду тоже рыбалка на кольцо. На Волге 15 метров под тобой, здесь сидишь 3-4 метра, шурудишь, какой лещ, он убегает просто. На живца порадовал, ребят. Получается, с вечера одна поклевка. Одну мы взяли. И с утра, получается, срыв. А вторую мы взяли. И еще одна была шуруделка. Ну, там мелкая, походу. Или даже окунь чешую бьет. Ну, в общем, прикольно, прикольно. Надо пробовать, надо ставить, ребята, такой метод. Потому что, ну, вот реально фидера затихли. И сразу 2 поклевки на живца. Это тоже очень порадовало, конечно. Очень круто. Время 8, а уже, ребят, жарко. Но сегодня обещают дождь. Вполне доволен рыбалкой, ребят, прибрался. За мной, как всегда, чисто. Порядок. Не люблю оставлять мусор. И всем рекомендую делать то же самое. А вот, ребята, следы от этих бабочек. Просто уже я их тут перетоптал, конечно. Все нормально, все чистенько, порядок. Убрал, кстати, немножко берег. Спалил тут всякие окурки, фантики. Мне кажется, сейчас ближе к осени сюда уже никто не приедет, начнутся дожди, а место за собой надо оставлять чисто. Фух. Ну все, друзья, погнал домой. Сегодня тяжелый день.
после обеда. Так что давайте на связи. Увидимся, ребята. Пока.